По распоряжению властей Санкт-Петербурга отец и бабушка умершего таджикского младенца Умурали Назарова выселены из той квартиры, откуда 1,5 месяца назад незаконно изъяли ребенка. Официальные лица потребовали в кратчайшие сроки освободить арендуемую квартиру, так как она якобы вовсе не предназначена для жилья. Семья Назаровых снимает квартиру на 1-м этаже жилого дома на протяжении уже долгого времени. Каждый месяц таджикские мигранты исправно платили по 25 тысяч рублей, это сейчас примерно 400 долларов. Все это время ни у кого из официальных органов не возникало вопросов, почему мигранты живут в якобы нежилом помещении и как они сделали там регистрацию, если арендуемый ими фонд нежилой. По свидетельству Назаровых, некие уполномоченные лица в гражданской одежде пришли ближе к вечеру и дали всего несколько часов на выселение. Документов на выселение или хотя бы удостоверение личностей они не представили. С ними был участковый района, который оставался до тех пор, пока все вещи не погрузили на срочно вызванный грузовик. Власти настолько сильно хотели выселения нежелательной семьи, что присланные силовики даже сами выносили и бросали на улицу мебель и вещи. Среди брошенного в грязь оказалась и детская кроватка, в которой когда-то спал Умурали. О том, как и почему выселили семью Назаровых с жилплощади, мы поговорили с адвокатом семьи Ольгой Цейтлиной. Ничего хорошего не происходит. Вчера их выселили, следствие тормозится, потерпевшие запуганные, консульство ничего фактически не делает. Вот все, что я могу сказать. Это правомерно, потому что у них нет разрешения на проживание там, понимаете? У них нет, это не, как бы по документам это не жилое помещение. По информации Азади, мигрантская семья во время выселения пыталась дозвониться до консульства Таджикистана и таджикской диаспоры, но все телефоны оказались в раз отключены. Между тем, в интервью BBC мать младенца Зарина Юнусова, которую депортировали в родной Кишлак, несмотря на трагедию, уверяет, ненависти в ее сердце нет, но обида сохранится на всю жизнь, и больше она никогда в Россию не поедет. Азия Плюс сообщает, что молодая мама так и не смогла попрощаться со своим сыном. Старейшины села, в котором она живет, не разрешили. Ребенка похоронили в спешке, больше месяца он находился в морге, и его изувеченное тело молодой матери решили не показывать, она и так сильно испугана. Впрочем, и на могиле сына она не может успокоить сердце. По местным обычаям ей не показали место, где похоронен малыш.